Здравствуйте, мальчишки и девчонки, здравствуйте, уважаемые родители. Это программа «Бергаля Перяник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними знакомиться. Сегодня у нас в гостях Эмилия Ахмедшина вместе с мамой Эльвирой. Здравствуйте, Исянмесес. Исянмесес. Во второй команде Наргиза Хабибрахманова и мама Гульнас. Исянмесес. Привет. Салям. Давайте познакомимся поближе с нашими девчонками. Эмилии 5 лет, она ходит в полилингвальный детский сад «Я сам», любит петь, танцевать, занимается хореографией в Центре искусств «Шарм», закончила модельно-актерскую школу «Престиж», участвовала в рекламных съемках и показах известных брендов. Эмилии нравится учить стихи на татарском и русском языках, она принимает активное участие в конкурсах чтецов, занимает призовые места. Эмилия активный блогер, вместе с мамой они ведут страницу в Инстаграм и канал на Ютубе, где выкладывают познавательные и смешные видеоролики. Любит путешествовать и посещать интересные места, знает алфавит, но пока не умеет читать, зато любит слушать, как читают книги. Эмилия, а когда вырастешь, кем ты хочешь стать? Я хочу стать балериной. Балериной? Какой-нибудь балет знаешь уже? Балеты смотрела какие-нибудь? Нет? Ну, еще все впереди, поверь мне. Эльвира, разделяете ее желание стать? Конечно, я разделяю любое желание Эмилии и во всем поддерживаю ее. Ну, а как проводите свободное время? Свободное время у нас есть сестренка. Мы любим гулять всей семьей: папа, мама, сестренка, Эмилия. Погулять по Казани, посмотреть интересные места, отдыхать на природе, путешествовать. Эмилия, а подарки ты любишь? Что хочешь получить на день рождения? Куклу. Куклу какую? Барби. Конечно, каждая девочка мечтает получить куклу Барби. Мы любим как получать подарки, так и дарить их. И вот мы с Эмилией подготовили для вас небольшой подарок. Для всех, кто трудится над этой передачей, мы вам принесли куштамящ. Это я люблю. Это вкуснейшие капкейки с логотипом вашего канала. Классно, спасибо большое, очень приятно. Приятного вам чаепития. Действительно, у нас большая дружная команда, и я думаю, что все обязательно попробуют и насладятся вашим подарком. Огромное спасибо. Мы после программы обязательно первым делом займемся чем? Конечно, чаепитием. Спасибо вам огромное. И давайте знакомиться со второй героиней нашей программы. Ее зовут Наргиза. Она очень эмоциональная, очень творческая личность. Любит творить, рисовать, обожает свою сестренку Амиру. Любит читать книги, рассказывать стихи. Уже с 1,5 лет она начала учить стихи, сочиненные мамой. У нее есть мечта съездить на море. А самое главное и большое желание, чтобы все близкие, родные были живы и здоровы. С профессией пока еще не определилась. Думает стать врачом, а может даже откроет свой маленький салон красоты. Вот давайте прямо сейчас узнаем. Может быть, все-таки определилась уже с профессией и выбрала свой путь. Наргиза, выбрала? Да. Да, кем хочешь стать? Парикмахером. Все-таки парикмахером. Будет у тебя свой салон красоты? Да. Какие прически тебе нравятся? Ну, хвостик, помпушка, косички. Сама уже умеешь заплетать косички? Ну да. А стричь? Нет. Нет, не пробовал? На куклах еще не тренировалась? Нет. Я уж думал, все, там все куклы с классными прическами. Супер. Мама пишет стихи у тебя? Да. О чем? Про меня. Ну, про все такое. Так, Гульнас, нам нужно ваше стихотворение. В основном я пишу для них. Она уже рано начала у меня разговаривать. И вот как-то так получилось, что мы на дне рождения начали рассказывать сами сочиненные. Гульнас, вы разделяете ее желание пойти вот в такую профессию творческую, парикмахером? Но у меня у самой была мечта, конечно, стать творческой личностью. Была у меня самой. Но и хотелось бы, что она пошла как бы по направлению творчества. Угу. Артисткой стала. Ну, не артисткой бы, но как бы ведущей, может быть. Ну все. Добро пожаловать на телеканал Шаян ТВ. Видишь, у нас много возможностей, проходит большое количество кастингов. Ты можешь принять участие и стать настоящей телеведущей. Хочешь попробовать?
А чего? Все, мы с тобой после программы обязательно на эту тему тоже поговорим. Итак, познакомились мы с нашими героинями. Я уже сказал, что Эмилия любит путешествовать, а Наргиза мечтает побывать на море. Вот как раз сегодня в нашей программе мы будем говорить и учить слова на тему путешествия. В эфире первый тур программы «Бергаляп Иряник». Вкратце напомню правила. Мы записали рассуждения детей, которые говорят о различных вещах, предметах и явлениях, связанных с нашей темой. Задача наших команд очень простая – угадать, о чем говорят наши детки. Вопросы мы задаем поочередно. За каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. Мамы, вы полноценные участницы команд, поэтому вы можете совершенно спокойно подсказывать. У нас подсказки приветствуются. С кого начнем? Кому будет первый вопрос? Кому будет первый вопрос? Эмилия? Наргиза? Кому? Эмилии. Эмилия, хорошо. Эмилия готова? Да, не стесняйся, не бойся, все хорошо, мама рядом. Итак, смотрим вопрос для Эмилии. Внимание на экран. Это люди, где купаются. Они плавают в воде, плескаются, играют с друзьями, стреляют с водными игрушками. Где рыбы живут, осьминоги, черепахи и так далее. Там есть водоросли, это как большой подводный мир. Оно бывает соленое, оно бывает чистое, бывает грязное. Это такой большой вода, в которой могут все жители почти плыть там. Бывает большое, бывает маленькое. Мама туда хочет слетать. Я тоже не против. Ну, видите, все не против туда слетать. Итак, Эмилия. Море. Море. Правильно, это правильный ответ. Молодец, 1 балл ты зарабатываешь. Море по-татарски «дингес». Переходим ко второй команде. Наргиза, готова? Смотрим вопрос для тебя. Это такой человек, который любит пикник делать. Он в разных местах делает. У него есть с собой рюкзак и все нужные там вещи. Это человек, который летает по разным странам. Берет вещи, там, палатку, рюкзак с собой, чтобы вместилось много вещей. Много видит, слышит, залезает на горы, чтобы увидеть красоту мира, города. Итак, кто же этот человек? Путешественник. Путешественник, совершенно верно, молодцы, правильный ответ. Путешественник по-татарски «саяхатче». Продолжаем, Эмилия, с тобой. Готова? Смотрим. Это сумка, где много вещей. Если он маленький, то туда поместится мало еды. А если он большой, то туда много еды поместится. Там может быть зубная щетка, паста и еще много чего. Это такая вещь, которая очень много может слезть. И вещи, или там игрушки для детей. Что берут школьники с собой на учебу. Там много кармашек. Я его беру с собой куда угодно. Может фонарик, может очки, может бинокль, может смену одежду, если она испортится или что-нибудь порвется. В садике я туда кладу игрушки. Итак, что это за сумка такая, Эмилия? Рюкзак. Рюкзак, конечно, молодец, правильно. Рюкзак по-татарски «биштер», запомните и это слово. Продолжаем, Наргиза, вместе с тобой. Следующий вопрос для тебя. Там бывают стюардессы. У него есть пилот. Такой большой овал, у которого есть крылья. Как у птицы, только перьев нет. Есть окна круглые. Она летает в небесах много. И там есть люди, которые хотят... мы вот в этой стране живем. И они хотят полететь, отдыхать в другую страну. Это такой длинный летающий вещь, который летает на облаках.
И там еще много людей слезет, много вещи слезет. Это такая сосиска с крыльями. Что это за сосиска с крыльями? Наргиза, что это за сосиска с крыльями? Самолет. Самолет, точно? А ты когда-нибудь летал на самолетах? Нет. Нет, вот когда полетишь на самолете, вот так вот сядешь в кресло и скажешь: стюардесса, а можно мне, пожалуйста, воды? Это правильно, это самолет по-татарски «Ощ-хыщ» на очереди. 5-й вопрос первого тура, его мы смотрим все вместе. А вот кто будет отвечать, узнаем чуть позже. Внимание на экран. Это такое большое место, где есть много-много городов. Туда можно летать. Мы там живем. Они бывают разные. И в них очень-очень много живут людей. Китай и английский. Бывают английские, бывают турецкие, где разговаривают на других языках. Это такое огромное место, где живет 100 людей. Мне кажется, 100 миллиардов людей. Итак, давайте узнаем у компьютера, кто будет отвечать на этот вопрос. Итак, команда Эмилии отвечает на этот вопрос. Итак, о чем же говорили наши детки? Что это за место такое? Это страна. Это страна. Это страна. А знаешь, Эмилия, какая самая большая страна? Россия. Россия, правильно, это правильный ответ. Молодец. Страна по-татарски «Иль». Вопросы первого тура завершены. Пора подвести итоги. Впереди пока Эмилия с отрывом в 1 балл. Наргиза, не расстраивайся. Еще 2 тура впереди. Есть возможность оторваться, урвать победу. Ну а мы продолжаем. Это программа «Баргаля Пиряник». Давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Наргиза, как будет по-татарски море? Дингес. Отлично. Эмилия, как будет по-татарски путешественник? Сехаче. Сехачи нахшулай. Наргиза, переведи, пожалуйста, слово «рюкзак». Биштер. Биштер, правильно. Эмилия, тебе слово «самолет». Иштыш. Отлично. И, Наргиза, тебе слово «страна». Иль. Иль, правильно. Итак, мы готовы продолжать прямо сейчас, во время второго тура. На экране появится 9 картинок, 9 ячеек. Там расположены те слова, точнее графическое изображение, да, тех слов, которые мы сегодня выучили. Ваша задача запомнить, где какая картинка находится, какое слово спрятано. Подсказывать, конечно же, можно и даже нужно. На все про все у вас 15 секунд. Готовы? Готовы. Готовы. 15 секунд, время пошло. Так, вот в таком порядке они будут. Все картинки и цифры. Вот запоминаем. Какие серьезные сейчас лица были у наших участников. Запоминали, старались. Вот прямо сейчас и проверим, как хорошо они все запомнили. Начнем в этот раз, Наргиза, с тебя. Под каким номером находится рюкзак? Биштер. 3. 3. Открываем цифру 3, проверяем. Там находится рюкзак. Правильно выдохнула, молодец. Итак, Эмилия, где находится самолет? Ощ-хощ. 6. Цифра 6. Самолет, ощ-хощ, по цифре 6. Смотрим. Правильный ответ, молодцы. Итак, Наргиза, где находится страна? Иль. 7. По цифре 7. Точно? Точно. Открываем цифру 7. Там находится страна. Отлично. А что за страна изображена, знаешь? Какая страна похожа на сапог? Италия. Да. Эмилия, ты готова? Скажи, пожалуйста, где находится море? Дингес. Бел. Беренще сан, цифра 1. Точно? Да, точно. Открываем цифру 1.
Там находится море. Молодец. 1 балл ты зарабатываешь за правильный ответ. Итак, на очереди 5-й вопрос. Уважаемый компьютер, выбери, пожалуйста, команду, которая будет на него отвечать. Итак, Наргизя, готова? Внимание, вопрос. Где находится путешественник? Саяхатче. 2. 2. Хорошо, открываем цифру 2. Там находится путешественник. Молодцы. Итак, после второго тура, уважаемые зрители, счет между нашими командами равный. А это значит, что самая главная битва ожидает нас дальше. Не переключайтесь. Мы продолжаем программу, и теперь давайте еще раз вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Море – дингес, путешественник – саяхатче, рюкзак – биштер, самолет – ышкыш, страна – иль. Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях. Там много интересного, познавательного и занимательного. Ну а мы продолжаем и переходим к 3-му туру. В 3-м туре на экране появится для каждой команды 3 картинки. Все они связаны только с одним словом, которое мы сегодня выучили. Ваша задача назвать это слово и объяснить, как оно связано со всеми картинками. Понятно? Да? Отлично. Итак, Наргиза, давай начнем с тебя. Первая картинка, первый ребус и загадка будет для тебя. Смотрим на экран. Итак, 3 картинки. Что мы видим? Лошадь, Лошадь, звезду, звезда и соль, соль. А как ты думаешь, какое слово связывает все 3 картинки? море. Море. Почему? Почему море? Море у нас соленое. Так. Соленое. Море соленое. Еще. Все? Конь. Морской конь. Морской конь и Морская звезда. морская звезда. Да, совершенно верно. Молодцы. Это море. И здесь действительно море бывает соленым, а бывает еще морская соль. Это совершенно верно. Правильный ответ. 1 балл зарабатывает наша команда. Идем дальше. Эмилия, следующий вопрос будет для тебя. Ты готова, Зерме? Отлично. Внимание на экран. Что мы видим? Эмилия, что ты видишь? Чемодан, Чемодан, карту и еще... и самолет, паровоз, катер. Как ты думаешь, какое слово связано со всеми 3 картинками? Путешественник. Совершенно верно, это путешественник. Саяхатче, молодцы, это правильный ответ. Итак, уважаемые зрители, уважаемые команды, 3-й тур завершен. Вопросы нашей программы тоже закончились, пора подвести итоги. Если вы правильно считали, а вы правильно считали, я уверен, и правильно каждый из вас ответил на все мои вопросы, это говорит о том, что в нашей сегодняшней программе побеждает дружба. Вы молодцы, с одинаковым количеством баллов мы завершаем нашу программу и, конечно, всем участникам дарим подарки. Нашим участникам мы дарим памятные подарки от программы «Берегаля Пиряник» и детского телеканала «Шаян ТВ». Я думаю, что когда вы каждый раз будете видеть эти подарки, будете с теплотой вспоминать нашу встречу. Мне с вами очень понравилось, я надеюсь, что это взаимно. Да, конечно. Уважаемые мамы, давайте поаплодируем нашим детям, они прекрасны, у них впереди большое будущее. Уважаемые зрители, а с вами мы прощаемся ровно на 1 неделю. Совсем скоро увидимся и выучим новые слова. Учите языки, но никогда не забывайте свой родной.